Україні слава, слава Україні, хай же усьо ліха пахучей загине. Перемога это только вера и справа, а героям слава, героям слава. Гей, ну що ви там, які плани на вечір? Я коли щиро зачекався зустрічі. До речі, вось гета не просто репчик, бо наприкінці ми вам признаємося в нечим. А у нас давно Стефанія не повтори, хоч і самі не умеють так бадьора таратура з напором, але з настроєм ніби по коліна гори. Нам не буде гори, пісні перемоги заспіваємо хором. Україні слава, слава Україні, хай же усьо ліха пахучей загине. Перемога это только вера и справа, героям слава, героям слава. А зараз камінав, щоб гэта не значило. Ми давні таємні фанати Євробачення. Нібито за футболом ми завжди назираємо і свого вертання відомо прочекаємо. А сьогодні доклада ми усі країни тримали кулаки за пісню з України. То, що ви робите, попросту неоценно. Ми зичимо перемоги вам не тільки на сцені. Україні слава, слава Україні, хай же усьо ліха пахучей загине. Перемога это только вера и справа, героям слава, героям слава. Україні слава, слава Україні, хай же усьо ліха пахучей загине. Перемога это только вера и справа, героям слава, героям слава. Привітання, наши дороженькие. У эфира Хайтак ТВ. С вами Михась, Катерина и Денис Дудинский. Привет, Денис. Гриша, Гриша, звал я тебя приехать ко мне в гости в Украину. Так ты ни разу и не приехал. Что ж, понимаю, волнуешься за меня, переживаешь. Расскажу я тебе, Гриша, как живет простой, беглый белорус в Украине. Честно говоря, хорошо. У меня все есть. Жилье, крепкие стены, есть крыша над головой, прекрасный панорамный вид на уютный киевский дворик. Бесплатно, Гриша, бесплатно. А питание, Гриша, питание здесь, я тебе скажу, вот практически бесплатно. Сосисочки, сосисочки, Гриша, смотри. О! Питание всегда под рукой, всегда рядышком. Какая у нас здесь вкуснятина. Отлично. Гришаня, это нектар и амброзия. Короче, Гриш, серьезно, все есть, все здорово. Одежда. Одежда, я тебе скажу, Гриша, здесь тоже практически на каждом углу. И совершенно бесплатная. О, зырь, Гришка. Боты. Новые почти. Хорошо. А с работой, Гриша, здесь все хорошо. Работа у меня прямо недалеко от дома. Здравствуйте. Вот на свежем воздухе, среди людей, не тяжелый физический труд. Гриша, тебе понравится. Это же, можно сказать, практически наше с тобой журналистское призвание. Не понравится основная работа? Можно заняться фрилансом. Идем покажу. У меня есть пара точек фрилансовских. Вот он, Гриша, смотри. Клондайк.
золотое дно. Собирай, собирай, Гриша, пока никто не увидел. Ах ты ж, жадный нынче киевлянин пошел. Пустые бутылки, ну ни капельки на донышке не оставляет белорусским фрилансерам. А? В общем, Гришуля, приезжай, не стесняйся. Мы тут с тобой такое замутим. Эх, весь Киев гудеть будет. Дудинский и Озаренок. Это сила, Гриша. А де ми знаходимося зараз, а? Катерина. Слухай, кожен раз ми з тобою робимо такі твори. О, де ми зараз на пісні знаходимося? года. Не, ну для гледачоў трэба патлумачыць, мы знаходзімся ў самай заходняй кропцы вялікага княства літоўскага і проста ўсім сэрцам, кожнай нашай кляціначкай адчуваем блізкасць ад радзімы, ад Беларусі. І ўвогуле тут нават ёсць карта, я табе потым пакажу усе тыя пазіцыі. Вось, але можа быць мы пяройдзем да самай солі. Давай, да солі. Давай. Вось Лукашенко зрабілі тварам антыўзроставых крэмаў превентивный удар. Ой. И слоган его гучит так. Я вам сейчас покажу, откуда на кожу готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту, видимо, медицинскую карту. Вот это такі слоган. Ну, я не ведаю, ці антыўзроставы крэм павінен быць з такім персонажам, з такім лагатыпам. Гэта можа нешта для іншых часцінаў нашага цела Я павінен разумею, быць крэм. куды ты схіляешься. Слухай, а у мяне пытанне, а гэта феноменом? Феноменом. Яны якія? Карэйская касметыка? Не, ці? гэта, здаецца, расійская. Яны азначили, что реакции властей не опасаются, так как они используют популярной массовой культуре высказывания и не занимают ничью сторону. В Белоруссии они вряд ли бы решились на феномен Александра. Спадзяюся, што ніхто з маіх знаёмых ніколі не скарыстаецца Гэтым прэвенцыўным ударам? касметычнай лінейкай. Так. Я нават не магу уявіць чалавека, які намазаны на Які сябе. на твар сабе наносіць гэтае. Поздравляю вас, дети! Последний учебный день. Записываем задание на лето, открываем тетради. Господи, ни у кого нет тетради. Нету ничего. Пишем. Джани Радары. Чиполлино. Юрий Олеша. 3 толстяка. Это про тебя, Жень, напевно. Это что у нас? Ганс Христиан Андерсон. Новое платье короля. Лев Толстый. Толстой. Лев Толстой. Война и мир. Замятин. Евгений. Господи, по напису. Евгений Замятин. Мы. Олдос Хаксли. О, дивный новый мир. А, вот эту книжку, да, это я знаю. Джордж Оруэлл. 1984. Наталья Николаевна, а последние 4 книжки точно для 6 класса? Мы их прочитаем? Какая же ты молодец, Светочка Соколова, что спросила. Господи, всегда тебе все надо. Вам не надо их читать. Вам надо их просто сжечь. У аграгарадку Астроўна Бешанковіцкага района адбыўся урачысты пуск газу. В Челябинске пристав купил цветы, чтобы ему открыла дверь женщина, задолжавшая алименты. Гэта такі разогрев. А наступны, наверное, я просто обожаю. Так яна это Я зараз заплатила ці ні? Так, ён набыў штучныя кветкі, ну мог ужо жывыя набыць. Позвоню дверы, я отчинила двери, и он сказал, а я пристав, и все. И кветки не отдал нам. Моя, топ-1 за этот год. Петербургский отец-должник по алиментам прятался от приставов под одеялом и притворялся собакой. То бок приставы пришли в хату,
шукалі яго няма, спыталіся ў яго маці сказала, што яго няма, а спыталі, а што там ляжыць пад накрыўкай? І яна сказала, там собака. І ён, мама ответила, там собака спит. Для правдоподобности мужчина накрыт одеялом имитировал собачье скуление и вой. Заўваж, не брахаў. Не брахаў, А жалостно скуголіў. Вось да чаго аліменты могуць А вот давесці мужчыну. ты актер Купалаўскага тэатру, ты бы вось так змог? Я б сыграў сабаку. Я б, знаеш, каб сысці ад элементу, я б там сказаў бы. Кацярына, ты, можа, хацела калісьці паўдзельнічаць у нейкіх шоу, тэлевізійных? Ну, я прям не ведаю. А зараз мы с тобой не удзельнічаем. Ну, таких реалити. Это там, где голые за шклом ходят? Так, типа беременная в 16, вот это все. Нет. Добре. Слухай, ну ёсць, я знаешь, у кастинг можа зацікавіць кагось з гледачоў, можа тебе. Мне сподобался как бы замануха. Тебе еще нет 20, а тебе уже грозил реальный срок или есть уголовка? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют автор криминальных романов, родители хватаются за голову, тогда этот кастинг для тебя. Короче, на канале «Пятница» рыхтуется шоу «Отсидевшая в 16». Слухайте, ну, до речі, серед беларусаў апошнія гады шмат тут Дзе кастинг у якім горадзе? Я не ведаю, ну гэта недзе ў Расіі, канал «Пятница». Ну, у нас былі бы, ну, у нас вялізны чэргі. У нас шмат таленавітай моладзі, вось ужо некім чынам Я думаю, што гэтую ідэю возьмуць на ўзбраенне хутка нашыя таксама супрацоўнікі тэлебачання, трэба ж нешта здымаць. Весёлае, лёгкае. Што трэба лёгкае і моладзевае. Так. Якраз тое, што ўсім блізка. В России закончились импланты для ягодиц. Боже мой. Все, это же беда. Что робить? Куды бегчы? Миша. Кацярына, ты ў бяспецы, ты не ў Расіі. У цябе яшчэ ўсё наперадзе ў гэтым сэнсе. О, дзякуй. Ну, я таксама думаю, чым могуць замяшаць гэтыя імпланты, таму што мы ўжо... Пемза. Кацярына, ну гэта зусім іншае адчуванне. Ну, таксама то. Крэпка і порыста. Так, окей, ладно, а што можа быць? У тебя ёсць прапановы? Слухай, я не ведаю, я спрабаваў гэтую навіну далучыць да выказваннем Шаўчука. Ты ведаеш, што Шаўчук сказаў, што радзіма гэта не целовать дупу президента. Не, он сказал просто, родима, это не жопа президента. Пробачьте, что на мове оккупантов, что по-русски. Так, и вот, слухай, у меня, до речі, у сувязі з гэтым узнікае пытанне. Калі раптам Юрия Юлиановича будут судить за это, что ему будут в вину ставить? Что типа, нет, Юрий Шевчук, родина это жопа президента. Да, вы не правы. В Конституции хутка увядзем гэты параграф, і ён будзе першым. І ад яго будзе ўсе плясаць. Все будзе залежаць. Всем привет! Вы на канале Зеточка и Веточка! И у нас прямой эфир, друзья! Сегодня мы вам хотим показать, какую крупную рыбу мы взяли в наши сети. Именно! Сегодня мы вам продемонстрируем в прямом эфире допрос очередного представителя украинской администрации. У нас в гостях, так сказать, очередной мэр, который наивно думал, что не попадет в русские лапы. Да, итак, Валера, очень волнительный момент. Кто же у нас в этом конверте? Итак, барабанная дробь. Мы узнаем имя победителя! Что такое? Вы нам что-то хотите сказать? Добро пожаловать в русский мир, уважаемая! Валер, погоди, Валер. Давай послушаем первые слова победителя. Итак, пожалуйста. Так. Твари конченые! Ублюдки! Ненавижу вас! Вы что творите? Вам Уважаемая, это вы таким языком общаетесь со своими избирателями?
Да вы хоть смотрите, кого вы берете? Кого вы забрали? Меня в Кремле согласовали на управление дезинфицированных территорий. Развязали меня быстро! Валера, тут какая-то, видимо, ошибочка у нас получилась. Ошибочка! Вам ничего не простится. Я, это, ну, простите, как-то у нас так получилось случайно, это какое-то недоразумение. Всё будет Руку хорошо. развяжи вторую. Давайте забудем об этом, и все будет в порядке. Да вы понимаете, что... Да я один звонок... Где мой телефон? Один звонок, и вы все подохнете на передовой! Ну его нафиг, Валера. А то еще настучит на нас. Хорошо, что нас никто не видел. Дорогие друзья, напомню, что вы были в эфире YouTube-канала «Зазеточку». И в эточку. Обязательно подписывайтесь и смотрите нас следующие наши выпуски, и мы вам покажем настоящего, живого украинского мэра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы побежали. Нам надо куда-то еще эту бабу деть. Пока! Про Роскосмос. Про то, что мы с тобой так само вельми любим. Роскосмос! Звонят спинив- колокола. Ну, добре. Роскосмос спинив урешті-решт витворчість санок. Санок. Санок, люди. Санки. Это вот такая вот алюминиевая штука, на якой дети катаются. І я роблю Роскосмос. Я коли побачила эту новину, я просто натхнилася. А чому Чому спинив? Я не веду, може алюміній скончився. Не трималася? А може это пляшки дрова, може Нечто быть, розвалювалося. чертежи, да, они сошлись. Там такі сидять, іспити санок, президент приїжджає, зараз вам покажу санки, вони від'їжджають на 5 метрів, ламаються і вирішають. Ми ліпше ракетами займемося. Ну, звісно. Слухай, у меня просто возникает чувание, что Роскосмос это такая галина, у якую просто пхают самых-самых великих фриков. Там Рогозин усім заправляє, і під його началом все такі ж самі сидять. Може бути, це просто зв'язано з тим, що вони гэту галину сприймають як штосьці, що ну абсолютно якби По не приколу, важно. да. По приколу, що ну космос, який космос? Космоса ж якби Нема, не існує. да, это- Нема. Земля пляскатая, над нами гэты купол, і сонце гэта ліхтар. І Ну, 3 черепахи були. давайте либо займатися санками. Займайтеся санками, слухайте свої валенки. Але, до речі, Рагозін, ён не тільки санками, ну, санками ён перестав уже займатися. Ён займається в основному твіттером, там ображає этого нещасного Ілона Маска. І ще там некі промови полымяныя промовляє. Той чув, що ён сказав недавно. Рагозін выступіў з прапановай перайменавання Курыльскіх выспаў, Курыльскіх астравоў і прапанаваў даць ім рускія скрепныя назвы ў гонар славутых караблёў, якія ўдзельнічалі ў русско-японской войне. Что он сказал? Почему эти острова не имеют русских названий? Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать варягом, второй назвать кореец. Там была такая канонерская лодка, якая удельничала у войне русско-японской. А третий назвать в честь Всеволода Руднева, контр-адмирала российского флота, командира якраз варягу. И вот в связи с этим у меня возникает питание. Ладно, там варяг, ладно, там адмирал Руднев. Ну, нормальная такая назва. Для кореец? Кореец. Кореец. Русские. Мы Русский кореец. остров в Японском море. Кореец. Что это такое, блин? Лідер партії «Справедлива Росія» розказав, що треба працювати з молоддю, ля-ля-ля, графіті, йому це подобається. І він переблитав слово, і він сказав не стрит-арт, а арт-рит. Каже, ну, мені подобається. Я люблю артрит, Да, вот артрос люблю, графірчики. ось Йохандрос, так само нормально. Вельми все молодіве. Ну, з Прям такими лідерами. От 16 и От старше. 16, да. Рої, а 16 і вище. Ага. У Беларуси заборонили российскую хреновину. Это, есть такой соус, был докладні. Ну, у России, напевно, і есть там кубанский продукт, виробляє некую штуку, яка так і називається, тупо
хреновіна. І вось ведаеце, няшчасце, у Беларусі гэтую хреновіну забаранілі з-за таго, што там некая рэцэптура неправільная. Не той хрен? Не тое, внутры этой хреновіны не тая хреновіна, якая патрэбная беларусам. Хреновіна, я б сказал. Хреновіна, да. І прычым, гэтая штука, вось гэтая фабрыка, якая называецца Стоев з літрай «ер» на канцы, вось, яна з'яўляецца вытворцам не толькі хреновіны, але іншых там прыправаў. Так вось, пад забарону патрапіла і яшчэ запраўка для курыцы і молатая чырвоная салодкая папрыка. Але як ты думаеш, чаму? Таму што там перавышана ўтрыманне цвілі, плесені, для тых, хто не ў курсе, цвілі, і выяўлены бактэрыі групы кішэчных палачак. І вось у мяне ў сувязі з гэтым сакраментальнае пытанне. То бок, ёсць некаторыя прадукты, ці ва ўсіх прадуктах ёсць дапушчальная ўзровень цвілі, да? То бок, У хреновине ёсць. Ну, як бы вот столькі цвілі нармальна, да? Ну, гэта калі ты адкрыў халадзільнік, панюхаў, думаў, так асцярожна каштуеш, ці можна гэта есці. У вас ёсць сыр дорблю, да? У нас ёсць селёдка дорблю і хлеб дорблю. Але, Кацярына, гэта вельмі добрая навіна. Ведаеш, хреновіны ў Беларусі не будзе, да? Да. Глядзіце, хреновіна, нічога вам? Нічога не чуеце? Мы можам узяць для сябе гэты лейбл. Хреновыя навіны. Хреновіны. А? Всё, хреновіны.